Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Шара. Сегодня в программе. В рамках программы Российского фонда президентских грантов началась реставрация памятников участникам Великой Отечественной войны и героям Абхазии. В Агу прошла научно-практическая конференция, посвященная вопросам землепользования и землевладения в Абхазии. Ассоциация родителей детей-инвалидов нуждается в помощи государства. В Москве состоялась встреча министров просвещения Абхазии и России Нала Габлия и Сергея Кравцова. Они обсудили дорожную карту мероприятий в рамках сотрудничества России и Абхазии в сфере образования. Подробно остановились на совместном плане мероприятий, уделив особое внимание вопросам поддержки учителей, организации детского отдыха, а также подготовки к предстоящей приемной кампании. В феврале главы двух министерств подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве и совместном план мероприятий на 2025 год. Основные итоги работы подразделений МЧС Абхазии при ликвидации природных пожаров, а также подготовка к новому курортному сезону обсуждались на совещании в Сухуме. Подробности в материале пресс-службы спасательного ведомства. В начале встречи были подведены окончательные итоги работы районных подразделений при ликвидации природных возгораний в начале марта этого года. В общей сложности были ликвидированы природные пожары на территории в 539 гектаров. В столице горели 12 гектаров, в Сухумском районе 41, Гудаутском 21, Гулрыбском 30, Галском 63, в Хуарчальском около 6 гектаров, а в Гагрском 7 гектаров. Наибольшая площадь возгорания, 357 гектаров, была ликвидирована в Ачамчирском районе. Генерал-лейтенант Лев Квицини отметил слаженную работу пожарных подразделений, благодаря чему удалось избежать перехода пожаров на личные подворья и дома граждан республики. Основная причина возгораний – преступная халатность некоторых наших сограждан, самовольно поджигающих сухостой для очистки сельхозугодий. При продолжении подобной практики в период сухой и жаркой погоды риски возникновения крупных природных пожаров становятся крайне опасными. Последствия их трудно предсказать. Среди основных вопросов, требующих немедленного реагирования, стоит тема кардинального обновления парка спецтехники и спецоборудования. Амортизационный износ спецтехники МЧС доходит до 70%. Данный вопрос решается на уровне высшего руководства страны, так как требует существенных бюджетных затрат, как и вопрос кардинального увеличения штатов и денежного довольствия личного состава. По словам Льва Квицини, перспективы существенного увеличения туристического потока, возобновления полноценной работы аэропорта требуют доведения общей численности личного состава МЧС Абхазии минимум до 1000 человек. Пока же в спасательном ведомстве отмечается отток сотрудников. И, по словам Льва Квицини, службу покидают высококвалифицированные сотрудники с солидной выслугой лет. Данную тенденцию необходимо переломить. Однако, несмотря на трудности, все подразделения несут службу в штатном режиме. Идет подготовка к началу курортного сезона. С главами районных администраций и руководителями курортных объектов определяются конкретные алгоритмы действий по обеспечению безопасного отдыха туристов и работы объектов курортной сферы. Союз журналистов Абхазии выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в зоне спецоперации. За последние 3 дня жертвами атак ВСУ стали многие сотрудники федеральных СМИ. 4. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор канала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Серкели, военкор Первого канала Анна Прокофьева погибли. Еще 3 человека пострадали. Мы осуждаем факты убийства журналистов, гражданских лиц не с автоматом в руках, а с камерой или диктофоном. Просим передать раненым коллегам пожелания скорейшего выздоровления, говорится в тексте. В Абхазии началась реставрация памятников участникам Великой Отечественной войны и героям Абхазии в рамках программы Российского фонда президентских грантов. Вот уже несколько дней, как в селе Мачара активно идут работы. Гулгут Савардани расскажет подробности.
Абхазия, как и многие страны постсоветского пространства, на протяжении десятилетий хранит память о событиях Второй мировой войны. Свидетельство тому не только масштабные мероприятия, которые проводятся в честь празднования Великой Победы, но и множество мемориалов, возведенных в память о героях, участвовавших в Великой Отечественной войне. Однако по истечении времени памятные комплексы стали нуждаться в реставрации. Такая возможность появилась в этом году благодаря российским гражданам. Первые работы по обновлению исторических объектов начались в селе Мачара. Здесь есть два таких памятных места. На въезде установлена мемориальная плита, посвященная бойцам 46-й армии, оборонявшим в 1942 году перевалы главного Кавказского хребта. А рядом со школой памятник жителям села, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Нас пригласили, объявили о том, что будет такой конкурс проходить, что будет Российская Федерация помогать нам с восстановлением памятников к Великой Отечественной войны, к 80-летию победы над фашизмом. Вот, мы приняли участие, естественно, в этой программе. В феврале месяце мы уже подали заявку, к концу февраля нам ее одобрили. Вот, сейчас уже в марте месяце нам пришло финансирование, мы начали работы, приступили к работам. Вот на этом месте, на данном месте, где стоит памятник, в честь того, что в 1942 году 46-я советская армия проходила здесь на защиту Клухорского перевала. И вот Кодорского ущелья, как вы знаете, немецко-фашистская группа «Эдельвейс» старалась по горам Кавказа добраться до Черного моря. Там враг был остановлен. Вот в честь этого события здесь установлен памятник. Сегодня территорию очищают от мусора и растительности. Ведется реставрация мемориалов. Заменяют утраченные элементы и разрушенные плиты. Работы планируют завершить в начале мая. В первую очередь мы займемся расчисткой самой стелы, потом начнется скульптурная работа по очистке названий, имен. И последующим этапом будем работать над камнем, который уже зацвел, и приведем в порядок. Также мемориальные плиты будут дополняться именами участников Великой Отечественной войны, ушедших из жизни в послевоенное время. Со временем люди умирали, те, которые остались живы в войне, ветераны умирали, и их имена вот здесь вот таблички добавлялись. А сейчас мы знаем, что есть какое-то количество людей, которых жители хотят тоже добавить. Вот мы сейчас ждем список от них, они составляют список, мы добавим новую табличку. Ребята, реставраторы это взяли на себя, добавят новую табличку с именами, она здесь будет вот установлена. Потом непосредственно реставраторы прополируют всю мраморную поверхность, проведут порядок. Вот, строители занимаются сейчас непосредственно брусчаткой. Вот эту брусчатку восстанавливаем, ставим ее на место. Ну, то есть вот так у нас идут работы. В дальнейшем будет озеленение, лавочки мы уже заказали, будем устанавливать. Работа идет хорошо. Гранты на восстановление памятников героям получило 71 абхазское село. Финансирование поможет обновить мемориальные комплексы и благоустроить прилегающие территории. Главная задача проекта – сохранение исторической памяти. Гугут Савардания, Фатима Гергия, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. 2 апреля Абхазия примет эстафету Победы. В 11 часов на КПП ПСО российско-абхазской границы состоится церемония передачи эстафеты. В ней примут участие эстафетные группы погрануправления ФСБ России в Абхазии и погрануправления СГБ нашей страны. В течение недели по всей республике будут проходить памятные мероприятия, церемонии возложения цветов, концерты, будут организованы полевые кухни и уроки мужества. 8 апреля эстафета вернется в Сочи, где у мемориала Великой Отечественной войны состоится праздничный концерт. В рамках ежегодной отчетной конференции в АГУ прошла научно-практическая конференция, посвященная вопросам землепользования и землевладения в Абхазии. Доклады, представленные на научном форуме, посвящены состоянию и госрегулированию землевладения в Абхазии, проблемам охраны пляжей и другим вопросам. Абхазский госуниверситет является самым большим учреждением республики. Ежедневно в АГУ приходят до 2500 человек. В его стенах работают 600 сотрудников. Именно передовая научная мысль – это то, что формируется в стенах университета, отметил, открывая конференцию, первый проректор вуза Роман Дбар. Занятие наукой – это привилегия избранных. Не каждый может заниматься наукой. Наукой может заниматься обязательно, конечно, грамотный и образованный человек. Но для того, чтобы заниматься наукой, этого недостаточно. Человек должен
в себе нести нечто, что связано с желанием создавать новое знание. Если хотя бы один раз в жизни человек соприкоснулся с тем, что он сумел сделать некий шаг, который открыл темную сторону и осветлил ее, и там появилось открытие, пусть даже очень маленькое, однажды сделавший такой шаг, человек никогда уже больше не остановится, он будет это желать делать всю свою жизнь. Отчетная научно-практическая конференция Абхазского госуниверситета стала традиционно важной площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных проблем. Мероприятие вел доктор сельскохозяйственных наук профессор Тимур Шалов. Экологический аспект социально-экономического развития Абхазии в контексте целей устойчивого развития. Тема доклада начальника международного отдела АГУ, старшего преподавателя кафедры экономической теории Анны Атлейба. Сферой моих научных интересов является мировая экономика и международные экономические отношения. И, собственно, это та дисциплина, которую я читаю на экономическом факультете. И на Республику Абхазия, на нашу страну, я смотрю сквозь призму этой дисциплины, этого предмета. И надо отметить, что Республика Абхазия не является каким-то субъектом, который изолирован от всего остального мира, поэтому рано или поздно те проблемы, с которыми сталкивается весь мир, а это экологические вызовы глобального характера, мы столкнемся рано или поздно тоже. Учитывая, что пока еще нет масштабного промышленного и сельскохозяйственного освоения нашей территории на данном этапе, мы в какой-то степени пока еще защищены. Проблемы экологического порядка мы можем рассчитывать на то, что имеют отложенный несколько характер. По мнению Анны Адлейба, в Абхазии сталкиваются с проблемами отсутствия очистных сооружений, несанкционированной вырубки лесов и охотой. Все эти факторы, безусловно, влияют на природно-ресурсный потенциал республики. Мне хотелось бы обратить внимание на то, что при реализации программ социально-экономического развития Республики Абхазия, безусловно, необходимо принимать во внимание экологический, социальный аспект. Некоторые вопросы регулирования землепользования в Республике Абхазия. Так называлась тема доклада доцента кафедры экономической теории Александра Страничкина. Тема актуальна. Земельные отношения приобрели достаточно дискуссионный и политизированный характер. Как известно, вопросы землепользования в республике регулируются рядом законодательных актов – Конституцией, Земельным, Гражданским, Лесным кодексом, законами республики о крестьянском, фермерском хозяйстве и другими нормативными документами. Если у государства резервы земли, вопрос возникает актуально, да, на сегодняшний день. Любое движение земли должно отражаться в этом реестре, в будущем в кадастре земли. Сегодня инвестор не имеет возможности выбора, так как большинство земель занято. У государства, к большому сожалению, не получается регулировать этот процесс. У нас не всегда работает механизм изъятия земли, переданной в аренду. В случае, когда арендатор использует ее не по назначению или вообще не использует. Поэтому определенное количество земли просто-напросто не работает. Появился теневой рынок оборота земли. Государство лишь фиксирует этот оборот. Конечно, формально земля не продается. Продается право аренды. Но тем не менее. Доклады были объемными и в то же время интересными. Первый проректор АГУ Роман Дбар затронул проблему охраны пляжных пространств в рекреационной значимой зоне Абхазии. Тема работы выбрана не случайно. Абхазия – туристическая страна, рекреационная. Фактически самые дорогие земли в стране – земли, примыкающие к морскому пространству. Чтобы вложиться, выбирают территорию, находящуюся не просто у берега моря, а именно в том месте, где существует пляжный ресурс. Покажу один участок, который находится прямо под нами, здесь возле на устье Келаса. Построили гостиницу фактически в пляжной полосе. Ну, очень удобно. Из окон сразу видишь море, ночью шум прибоя, все замечательно. Но во время штормов первые этажи начинают выбивать. Человек хочет защитить свое имущество, думает о том, как бы поставить волноотбойную стенку. Поставил волноотбойную стену, и волноотбойная стена в этой ситуации работает против него, потому что когда на пляже стоит стена, волна бьет в эту стену, идя обратным ходом, она вымывает пляж. В конечном счете это приводит к тому, что, значит, уже объект стоит там
условно 2-3 года, а мы уже видим, что напротив этого объекта начинает формироваться залив. То есть, по сути дела, происходит переформатирование пляжной линии и сокращение пляжей. Доклады профессорско-преподавательского состава охватывают широкий круг тем – от землепользования и землевладения в Абхазии до экономических, экологических, правовых и социальных аспектов. Конференция продолжит работу в секциях на всех факультетах до 28 марта. Научно-практическая конференция научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых пройдет с 1 по 4 апреля. Подведение итогов состоится 8 апреля. Шазина Ханагуа, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. Российские медики в рамках диспансеризации начали профилактический осмотр детей дошкольного возраста. Во время весенних школьных каникул диспансеризация проходит в детских садах во всех районах Абхазии. В столице медики уже осмотрели воспитанников детских садов Алашара, Улыбка и Пчелка. Большинство детей здоровы, а какие-то мелочи там, сильно страшного ничего нет. Все будут жить до 100 лет, все будет хорошо. Мы тут больше месяца бодро проходит, смотрели школы, смотрели по много деток, смотрим и детские садики, тоже по много деток. Практически всегда, каждый день больше 100 человек. Хорошо, бодро проходит диспансеризация. Кого легче смотреть, в школе? Конечно, школьников. Они взрослые, маечку подняли, побежали. С этими надо. Этих надо водить, с этими побольше времени. Организация очень хорошая. Уже в 3-м саду мы бываем. Дети подготовлены. Медперсонал тоже нам помогает. Поэтому родители в подавляющем большинстве случаев относятся с пониманием к нашим профилактическим осмотрам. Я врач-невролог. По своей профессии я могу сказать, есть психиатрическая патология и есть неврологическая патология. Неврологической патологии, слава богу, не так много. Поэтому особых проблем в данном случае в области неврологии не выявлено. Ассоциация родителей детей-инвалидов работает в Абхазии с 2004 года. Ее руководителем на протяжении 24 лет является Виолетта Гагулия. В этом центре ежедневно занимаются с пациентами с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для многих эта организация единственный путь к улучшению здоровья и качества жизни. Однако у работников центра нет возможности одновременно работать с большим количеством детей из-за отсутствия просторного помещения. Адиса Сагаря продолжит тему. Социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями – одна из наиболее важных и трудных задач современных систем социальной помощи и социального обслуживания. Инвалидность детей значительно ограничивает их жизнедеятельность, приводит к социальной дезадаптации вследствие нарушения их развития и роста, потери контроля за своим поведением, а также способности к самообслуживанию, передвижению, ориентации, обучению, общению, трудовой деятельности в будущем. Такие дети круглогодично должны находиться под особым надзором родителей и работников реабилитационных центров, которые проводят с ними колоссальную работу в физическом и психологическом направлении. В день мы принимаем до 11, бывает до 10, до 11 детей. Это каждый день. Вот они у меня занимаются 21 день. Потом они заканчивают этот курс на небольшой отдых, на недельный. Мы такой маленький перерыв делаем, и опять возвращаются эти же детишки. У каждого ребенка все по-разному. Вот у меня мальчик Денис, который больше 5 лет, наверное, у меня занимается. У него, скажем так, хорошая форма детского паралича, у него только ножки повреждены. Мама держит ребенка, ходит. Вот Валечка, вот мама может сказать. Дома мне присылают видео, что она ходит у меня на ходулечках. Дети с ограниченными возможностями здоровья медленнее достигают определенных этапов жизненного цикла. И в этом сложном, но необходимом пути им огромную помощь оказывают родители, которые ежедневно протаптывают каждый тернистый, важный шаг с ребенком на одном дыхании. У Дениса первая группа, церебральный паралич, ДЦП первая группа. Мы уже здесь давно ходим, почти 5 лет. Вот, занимаемся, ходим,
улегчение есть, все. Я очень рада, что мы сюда попали. В реабилитационном центре широко используется метод трудовой терапии, основанный на тонизирующем и активизирующем воздействии труда на психофизиологическую сферу ребенка. Один курс сделав, ребенок не побежит, там, не откроет руку и так далее. Там своя специфика. Но постоянно, если работать, в любом случае улучшение есть. И я всегда призываю родителей, у которых есть детки с детским церебральным параличом, да, тяжело. Надо каждодневно работать, надо с детьми дома. Я даю всегда домашние задания, что делают детки под контролем родителей. Ассоциация родителей детей-инвалидов на данный момент технически полностью укомплектована благодаря государственной поддержке. Самым главным и сложным в решении остается вопрос просторного зала для занятий. Нам нужно помещение, чтобы мы могли свободно принять 10-12 человек. Каждый ребенок делает свое дело. Чем больше у нас будет детей заниматься, тем меньше будет детей с детским церебральным параличом. Тем больше на улицах городов своих мы увидим этих детей. Мы как открыли ассоциацию в 2001 году, первое, что у нас было, это помещение. Ну, тогда было послевоенное время, конечно, тяжеловато было. И до сих пор мы пишем, каждый год я пишу. И в мэрию города ко всем мэрам я уже обращалась, и ко всем президентам я обращалась. Ну, к сожалению, я думаю, что вопрос детей с детским церебральным параличом как-то висит он у нас. Хотелось бы, конечно, чтобы на это обратили внимание. Детей много, им надо помогать. Мы обязаны им всем помогать, конечно. Эти дети, рожденные в наших государственных роддомах, приняты нашими государственными врачами, что я всегда говорю. В этом небольшом помещении одновременно занимаются до 6 детей ежедневно, что крайне неудобно для детей с ограниченными возможностями здоровья. В общей сложности под руководством Виолетты Гагулия занимаются более 60 детей в разных возрастных категориях. 24 года занимаюсь этой проблемой. Да, есть у нас реабилитационный государственный центр. Но там, к сожалению, до 18 лет принимаю детей, помогаю детям. Там и курсы массажа, лечебной физкультуры, педагоги, психологи работают. Но после 18 лет наши дети, к сожалению, остаются один на один со своими родителями и дома. А дальше? А у меня есть результаты, когда после 20 или 21 года дети начинают самостоятельно вставать, садиться. Хотя бы для себя эти дети должны дома хотя бы себя обслуживать. 18-летний Денис Аникин, жизнерадостный, улыбчивый мальчишка, проходит реабилитацию под чутким руководством Виолетты Гагулия уже 7-й год. За все время, проведенное в этом зале, ни разу не падал духом и дальше готов стремиться к здоровому будущему. Я 3 месяца ходил на компьютерные курсы. Мне тоже предоставили, дали совет. Я в фонд Ашан обращался. Они мне дали совет, я сказал, я хочу чем-то заняться. Они предложили, я тут, где 4-я школа, рядом хожу, STEM-лаборатория. Да, вот, дали такую возможность. Значит, до 18 лет вот фонд Ашана оплачивает курсы. Значит, после 18 лет у нас нет возможности дальше продвигаться. Значит, мы, извините, так скажу, мы никому не нужны. В первую очередь хотелось бы помочь Ассоциация родителей детей-инвалидов нам с помещением. Нам очень в таком тяжелом положении. Проблемы детской инвалидности в республике являются делом государственной важности. Представители благотворительной организации Ассоциация родителей детей-инвалидов просят руководство страны оказать им помощь в приобретении помещения для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья. Адиса Сагария, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг, 27 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность. Местами ночью возможен слабый дождь. Днем без осадков. Температура воздуха ночью 8-13, днем 13-18 градусов. Температура морской воды 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.